Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Эту женщину в Балканабаде мало кто знает по фамилии, но стоит назвать имя Давы Дайза, тетя Давы или Давы Базарком, и каждый сразу понимает, о ком речь, конечно же, о бывшей директоре рынка, того, что рядом с 12-этажным зданием в 199 квартале города. Он так и назывался в народе 12 этаж базары. Сегодня базара уже нет, его закрыли в 2017 году. Среди тех, кто был помилован сентябрьским указом президента Гурбангулы Бердымухамедова в честь годовщины независимости Туркменистана, оказалась эта удивительная женщина, чье возвращение домой из мест отбывания наказания горожане восприняли с восторгом и радостью. Десятки, а то и сотни людей пришли к дому Давы Дайза, чтобы разделить с ней радость освобождения. Источники Торкмен Ньюс узнали подробности истории, в финале которой женщина оказалась на скамье подсудимых. В понимании туркменских обывателей должность директора рынка, базаркома, представляется хлебной и прибыльной. Считается, что эти люди воспринимают свою работу в первую очередь как способ наживы, и народ относится к ним соответственно. Давы Дайза была приятным исключением. Люди относились к ней с уважением, к ней тянулись и часто обращались за помощью. Обычно она никому не отказывала. Знающие ее балканабадцы и до сих пор говорят, у Давы Дайза и сердце большое и доброе, и язык сладкий. Имеется в виду ее привычка обращаться к собеседнику не по имени, а называя его Балам, то есть сынок или доченька. Давы Дайза любила людей, с радостью служила им в качестве руководителя рынка. Она организовывала работу максимально комфортной для продавцов и для покупателей. У нее была удивительная способность проявлять сострадание к тем, кто испытывал жизненные трудности или попадал в сложную ситуацию. В Туркменистане не очень распространено такое явление, как принятие в семью ребенка из детского дома. А Давы Дайза когда-то привела в свой дом 4 детей из сиротских учреждений и стала им матерью. Вырастила их, воспитала, дала всем образование, сыновей женила, дочерей выдала замуж. Но, как это часто бывает, нашлись те, кого раздражал авторитет женщины, кто переживал ее успех едва ли не как личную трагедию. Среди тех, кому Давы Дайза была, как бельмо на глазу, оказались собиратели подати. Свою долю они требовали просто потому, что носили погоны. Их целью было превратить успешную женщину в свой стабильный источник левых доходов. Однако не вышло. Давы Дайза с самого начала ясно дала всем понять, что перед законом абсолютно чиста и откупаться от мздоимцев ей не за что. Эта принципиальность, в конечном итоге, и стоила женщине свободы. Один из знакомых семьи Давы Дайза рассказал источнику Торкмен Ньюс, что было предпринято 2 попытки расквитаться с взорвавшейся администраторшей рынка. Как-то раз один из продавцов попал в трудное положение и одолжил у базаркома 10 тысяч манатов сроком на 3 месяца. Давы Дайза, вникнув в ситуацию, сказала, что готова подождать с возвращением долга не 3 месяца, а 6. Непорядочные правоохранители попытались использовать эту ситуацию против нее. Они надавили на продавца и вынудили его затянуть возвращение долга до тех пор, пока базарком сама не напомнила о нем. После этого заемщика снабдили диктофоном и отправили на переговоры. Включив запись, продавец предложил вернуть долг с процентами 15 тысяч манатов вместо 10. Однако план не сработал, Давы Дайза наотрез отказалась брать лишние деньги, а арестовать ее за ростовщичество не получилось. Пришлось приступить к плану Б. Женщину пенсионного возраста удалось впутать в историю, связанную с наркотиками. Всех деталей нашим источникам узнать не удалось, но главное, в 2017 году Давы Дайза оказалась за решеткой. В самом начале расследования Давы Дайзе предложили попросить близких принести 100 тысяч манатов и в первую же амнистию выйти на свободу. Но она категорически отвергла эту схему, которой вынуждены пользоваться очень многие люди. Давы Дайза была совершенно уверена в своей невиновности и искренне верила в торжество закона. В итоге женщину решили закрыть по полной, и ее приговорили к 13 годам лишения свободы. Сразу после суда родственники Давы Дайзы и работавшие на ее рынке торговцы, всего около 500 человек, подписали петицию в адрес президента Бердымухамедова с просьбой пересмотреть дело и наказать всех, кто опорочил и упрятал за решетку честного человека. Однако обращение к главе государства осталось без ответа. Сотни балканабадцев, хорошо знавших Давы Дайзу,
были возмущены беззаконием, творимым так называемыми правоохранителями. Сегодня возмущение и разочарование несколько ослабло, люди просто искренне радуются освобождению из заключения невинного человека. При этом о наказании тех, кто сфабриковал дело, речи не идет. Также смешно и думать об официальной реабилитации и выплате компенсации за незаконное пребывание в местах лишения свободы. Единственное, на что могут надеяться оказавшиеся за решеткой туркменистанцы, это помилование или амнистия к очередному государственному празднику. Человек, освобожденный таким образом, не чувствует себя оправданным и победившим государственную машину. Его заставляют чувствовать себя обязанным лично Бердымухамедову за то, что он даровал ему прощение, пусть даже в тех преступлениях, которых он не совершал. Табачная зависимость и гонения в Туркменистане. В Туркменистане продолжается преследование курильщиков и табакозависимых людей. На фоне дефицита и роста цен на сигареты все больше людей употребляют насвай, производство и использование которого в стране запрещено. По данным корреспондентов радио «Азатлык», в настоящее время полиция преследует людей, употребляющих нас. При этом все больше сотрудников правоохранительных органов употребляют насвай. Как сообщают корреспонденты «Азатлыка», популярность насвая связана в первую очередь с ростом цен на сигареты. В настоящее время пачка самых дешевых сигарет, в частности в Марийском Вилате, стоит 230-240 манатов, а одна сигарета продается по 12 манатов. Курс ЦБ Туркменистана 3,5 маната, $1. Производство и употребление этого традиционного в Центральной Азии табачного изделия запрещено. В Туркменистане с 2000 года запрет на курение в общественных местах. Корреспондент Азатлыка рассказал об одном из случаев, произошедших на рынке Лали-Базар на улице Ниязова в Маре. Сегодня был задержан пожилой мужчина, которого пытались посадить в полицейский автобус, чтобы в отделении выписать ему штраф. Старик отказывался ехать. Тогда полицейские скрутили ему руки, и в этот момент у одного из них в чине сержанта из кармана выпал пакетик с насваем, сообщил 8 октября корреспондент Азатлыка, ставший свидетелем происшествия. По его словам, увидев это, задержанный пожилой мужчина стал просить, чтобы его отпустили, отметив, что сотрудники сами употребляют насвай. Полицейский не стал отрицать, что употребляет насвай, сказав, что он это делает в укромных местах, посоветовав старику поступать так же. Как сообщает корреспондент Азатлыка, трое полицейских пытались схватить старика и увести его, но его противостояние привлекло внимание многих. Люди начали собираться, и за несколько минут образовалась толпа около 30 человек, которые стали заступаться за пожилого человека. Люди говорили: это бедняк, который приходит на этот рынок каждый день, ходит в магазины и просит милостыню. Другие заявляли: вы поймали не того человека, вам нечего с него взять, вы даже не можете отправить его собирать хлопок, рассказал корреспондент, отметив, что один из стоявших оказался владельцем магазина, который попросил полицейских отпустить старика, предложив взамен денег и продуктов из своего магазина. По словам корреспондента Азатлыка, старик был тронут вниманием людей и предпочел отправиться в полицейский участок.